Коми планируется создание рыбоводного завода. Об этом сообщил глава республики в своем видеообращении. Региональный Минсельхоз по поручению Владимира Уйба уже проработал вопрос и готовит обоснование для получения федеральной поддержки. Строительство предприятия необходимо региону для восстановления популяции рыбы и развития сельскохозяйственной отрасли. На какие еще биоресурсы в регионе делают ставку, расскажет Ольга Коняева. Форель в хозяйстве фермера Вячеслава Муравьева уже поспела до товарного веса, а ведь еще почти год назад были только икринки. В меню для рыб отборный экструдированный корм, среда обитания экологически чистая. У нас здесь еще дополнительно стоят озонаторы, которые озонируют воду, убирают вредные бактерии. Плюс ко всему убирают посторонние запахи из воды. Рыба у нас не болеет. Пробную партию мы выловили 200 килограмм. И она будет реализовываться на торговых точках нашего города. То есть сейчас мы с ними ведем переговоры о подготовке места для рыбы. А прямо сейчас она реализуется либо по записи, прямо с фермы, либо будет реализовываться по режиму работы славной баньки. Создание рыбоводного комплекса в Вуктыле попало в число лучших проектов народного бюджета. Вячеслав Муравьев получил из казны региона 800 тысяч рублей. Государственную поддержку уже по линии Минсельхоза получили в 2021 году 3 предпринимателя. Это Валентина Михайлова из Кайгородского района. Здесь приобретено оборудование для выращивания форели. Владислав Тарабукин из Сыктывдинского района расширяет свое рыбное хозяйство, и на это тоже предусмотрены средства с тем, чтобы он вышел на 10 тонн форели в год. Степан Артеев из Ижемского района на средства гранта, полученные на развитие семейной фермы, открывает цех по переработке рыбы. В этом году кооператив «Агроудара» планирует заявить на региональное финансирование проект по выпуску рыбной продукции. В районе есть свободное помещение для цеха, нужны средства для его оборудования. В Сыктывдинском районе через пару лет на месте разработанных карьеров может появиться жемчужина Пычема – искусственные озера для разведения в производственных масштабах карпа, карася и толстолобика. Они неприхотливые, привыкшие к северным условиям, быстро развиваются, а рядом – база отдыха. Местный предприниматель ждет одобрения региональных ведомств. Установим аквариумы во всех магазинах, будет живая рыба в магазинах продаваться. Любой желающий придет, купит. И не по такой дорогой цене, как сейчас в магазинах. Минимальная стоимость хорошей рыбы, более-менее благородной, от 300 рублей начинается. У нас на сегодняшний день по настоящим ценам стоимость 1 килограмма будет максимально 180 рублей. Рыбный рынок республики сегодня на 96% состоит из привозного товара. Нам не хватает своего продукта. Еще бы нанесенный ихтиофауне ущерб за десятилетия использования водных ресурсов региона пока восполнить не получается. Каждый год в реке Коми выпускают от 1,5 до 3 миллионов мальков. Для реальных изменений нужно в 100 раз больше. Такие объемы может дать свой рыбоводный завод. Для восстановления действительно реально рыбных ресурсов республике требуется строительство рыбоводного завода. И региональным Минсельхозом этот вопрос проработан. И в бюджете 2022 года предусмотрены средства для подготовки рыбоводно-биологического обоснования. С тем, чтобы мы могли далее уже представить это обоснование на федеральном уровне и получить средства государственной поддержки. Биоресурс, которого в регионе более чем достаточно – дикоросы. На урожайность, конечно, могут повлиять капризы северной погоды, но даже в самое холодное лето для жителей актуален вопрос рынков сбыта. Разнообразие и вкусовые особенности северных даров природы – это то, что нужно в первую очередь нашему жителю. Как говорится, натурпродукт и максимум так нужных нам витаминов. Сегодня мы с вами приготовим десерт на основе наших северных ягод замороженных. Облепиха, брусника, черная смородина. Направление перспективное для региона. В 2021 году выделено 4 миллиона рублей из республиканского бюджета на закупку техники для заготовки и переработки дикоросов. Товар востребован на внутреннем рынке. Не у всех есть возможность самому собирать грибы и ягоды. Но и экспорт дикоросов уже дает прибыль нашему региону.
за 2021 год республика продала или экспортировала только в Европу дикоросов на $300 тысяч США. Показатель нацпроекта перевыполнен на $100 тысяч, но это совершенно не предел, это, так скажем, такой показатель. Глава Коми поручил Минсельхозу проработать вариант создания республиканской организации по приему дикоросов. Такое предприятие – это новый экономический смысл традиционного занятия северян. Тихая охота для жителей Коми, особенно глубинки, может стать хорошим подспорьем. Это развитие сельскохозяйственной отрасли и вклад в экономику республики. Ольга Коняева, телеканал Юрган.